Осетинский академический театр открыл свой 90-й сезон. Символично, что первым в афише стал спектакль по мотивам романа Василия Цаголова «Послы гор». Произведение, которое погружает нас в самую суть истории и дух нашего народа. Об атмосфере, царившей в этот день, о задачах, которые стоят перед коллективом в столь знаменательный год, а также о том, что ждет зрителя в ближайшее время, мы поговорим с художественным руководителем театра Гиви Валиевым. Сегодня он гость нашей студии. Здравствуйте, Гиви Татуевич. Рада приветствовать вас. В пятницу у вас стартовал новый театральный сезон. Вот расскажите, пожалуйста, почему решили открыть его историческим романом «Послы гор»? Это 90 лет. Это очень важно, что мы открываем 90-й театральный сезон. Почему именно этим романом? Роман о судьбе народа, о судьбе огромной страны, не только нашего народа, но и в целом ближайших регионов и целой огромной страны. Национальный театр обязательно должен открывать своей драматургией, говорить о своем народе. Первые дни открытия театрального, особенно в юбилейный год. Символично, что 90 лет театру и 250 лет присоединения Осетии к России. И там история, и здесь своя история. Мы захотели поговорить о нашей истории в этот день. Уже через месяц Осетинскому театру исполнится 90 лет. И на открытии сезона вы упомянули, что у театра интересные планы. Расскажите, пожалуйста, подробнее о них. Театр готовился к большому роману «Заповедь» по Черчесову. В принципе, свои планы театр еще никогда не отменял, и мы также идем. Однако мы столкнулись с такими проблемами, что пьесу надо внутри еще, над ней надо поработать. Готова только первая часть, вторая дорабатывается. Осталось совсем чуть-чуть, чтобы две пьесы. Спектакль будет идти, роман будет идти 2 дня. И чтобы мы уже одновременно приступили, потому пришлось нам чуть-чуть его отложить. Все-таки не так легко из романа сделать сценическую версию. Торопиться, значит, мы получим некачественный продукт, и потом уже поздно будет что-то менять. Потому в связи с этим было принято решение не торопиться и сделать качественно. И тогда мы приняли решение, что к юбилею театра, к юбилею Тхапсаева, Осетинский театр подготовит трагедию «Отелло» по Шекспиру. Собственно говоря, Тхапсаев прославился именно этой пьесой. Осетинский театр некогда называли Шекспировским театром. И к юбилею театра и юбилею Тхапсаева, мне кажется, это будет очень правильно и очень в тему мероприятия. Также готовится и отдельно большое мероприятие, концерт к юбилею театра. Я хочу вернуться к «Отелло». Вот, насколько я помню, на открытии вы говорили, что в 20-х числах декабря вы готовитесь представить спектакль уже зрителю. Вот расскажите, пожалуйста, кто стал режиссером, кто рискнул взять на себя ответственность и возродить, ну не побоюсь этого слова, такой легендарный спектакль? Бог любит всех, но смелых больше. И эту смелость взял я на себя. Режиссером будет этого спектакля я сам. Художником будет Гарри Гумель. Композитором будет Ольга Шайдулина, художником по костюму будет Лариса Валиева. Мы сделаем свою версию «Отелло». С тех пор минуло очень много лет, и «Отелло» должен измениться, и Дездемона изменяется, и сам сюжет, он что-то на что-то другое, может быть, будет похож. Что родится, я пока не знаю. Конечно, внутренне мы готовимся. В среду у нас первая читка этого материала. Сложного, очень сложного. И даже те люди, которые не видели Тхапсаева, сейчас очень мало людей, которые могут сказать, что они видели Тхапсаева. Из театралов очень мало осталось. Им будет казаться, что они имеют право критиковать «Отелло», эту пьесу. Но это будет версия другого театра. Последний раз «Отелло» играли то ли в 70-х годах, то ли в начале 80-х. С тех пор много прошло времени. Я правильно понимаю, что вы готовитесь представить такой современный взгляд на «Отелло», то есть не классический спектакль, а что-то современное? Давайте подождем, посмотрим, что родится. Классическое понимание этой пьесы, наверное, скорее всего, нет. Скорее всего, что-то будет для нас более понятное. Как я понимаю, роли уже распределены.
Кому досталась главная роль темнокожего ревнивца Отелло? Мы не будем все наши секреты раскрывать. Я думаю, что зрители должны заинтересоваться. Есть очень много любителей национального театра, есть очень много людей, которые, я убежден, что с интересом будут ждать эту пьесу. С интересом. Во-первых, будем говорить, что это Шекспир, во-вторых, это величайшая трагедия. Интерес к этому спектаклю будет. Раскрывать и говорить преждевременно, кто будет играть тот или иной персонаж, не будем. Мы оставим это в тайне, и под гримом они будут разглядывать и искать актера. А вы вообще долго думали о том, кого утвердить на главную роль? Может быть, были какие-то сомнения, или вы изначально знали? Ну, сомнения, может быть, были, но когда человек приступает к тому или иному материалу, когда он берет, когда человек начинает строить дом, когда у него есть возможности построить дом, когда человек ставит такое произведение и рискует, как вы сказали уже, рискует ставить такой материал. Когда у него в театре есть и Отелло, и Дездемона, и Яго, и Кассио, и Родриго, и Брабанцио, Эмилия, все эти персонажи на сегодняшний день в Северо-Осетинском академическом театре, они есть. Труппа театра, она очень оснащена, очень сильная. И вряд ли вы сейчас найдете произведение, к которому бы я не подобрал актеров. И это очень радует, что Национальный театр начинает молодого поколения, среднего и старшего, полностью укомплектован на сегодняшний день. Вот помимо, опять же таки, Отелло, насколько я знаю, в афише еще будет много новинок. Да. В том числе приезжает режиссер из Москвы, который тоже будет готовить что-то интересное. Вот расскажите о новинках ваших. Уже готовится 2 спектакля. Это «Мнимый больной», ставит Тамерлан Дзуцев, современная пьеса «Имя», ставит Эдуард Келихсаев. Также Александр Витаров ставит «Две свадьбы» Саламова. Это национальная наша комедия, всеми любимая, очень-очень любят эту комедию. И также Эльдар Трамов должен приехать в начале февраля, он приезжает и ставит Пушкина «Маленькие трагедии». И Тимур Казаонов, это главный режиссер Хакасского театра, приезжает и будет ставить «Дядю Ваню». Такой насыщенный период. Если прошлый год мы большинство свое время отдали такой национальной драматургии, «Послы горы», «Газдановы», то в этом году мы не забываем, что есть еще и школьные материалы, есть великие классики русские. Это Пушкин, Чехов, Шекспир. Но наряду с этим мы, еще раз говорю, в конце сезона, скорее всего, приступим уже к роману «Заповедь». Такой масштабная будет постановка, большая постановка. К нему надо подготовиться, и мы готовимся. А сейчас хотелось бы поговорить немного о гастролях. Труппа театра уже успела выступить в других городах. И где вы побывали и куда планируете поехать в этом сезоне? Осетинский театр в последнее время очень так плотно гастролирует. У нас на сегодняшний день до конца сезона практически расписана гастрольная деятельность наша. Мы впервые выехали на такие гастроли, зарубежные гастроли. Мы были в Беларуси, в городе Минск, в театре Янки Купала, легендарный театр, академический. Показывали 3 спектакля, это Газдановый «В списках не значился», и он «На окно покойник». Нас приняли просто потрясающе, блестяще. Прошли наши гастроли. Оттуда приехали мы в конце сентября, и уже 1 октября мы играли на сцене Липецкого академического театра имени Толстого на фестивале «Липецкие театральные вечера». Также мы в этом сезоне едем в Севастополь, Крым. У нас выезд в Москву. Опять-таки Липецк, если Росконцерт одобрит нашу заявку. И в сентябре у нас Абхазия. Активно, очень насыщенно. Активно. Ну, у театра есть что вывозить, у театра есть что показать. Знаете, вы можете сколько угодно делать гастролей, сколько угодно вы можете закладывать и находить финансы, но очень важно,
какой продукт вы вывозите на тот или иной гастрольный тур или на тот или иной фестиваль. На сегодняшний день я могу с уверенностью сказать, что Осетинский театр может просто на 3-4 фестиваля совершенно разные спектакли вывести, показать достойно свою республику, свой театр. А кто планирует приехать к нам в этом сезоне? Также вот, куда мы едем, они все должны приехать к нам. У нас в феврале будет Абхазия, в мае у нас будут Севастополя, гости Севастополя, и в сентябре, может быть, будет Липецк театр. Даже с хорошими репертуарами, люди, которые делают хороший театр, в Липецке потрясающий театр, хорошей труппой, шикарными спектаклями, и мы их ждем в гости, как они нас принимали. Нас принимали очень хорошо, очень хорошо. Это с тем учетом, как я понимаю, что спектакли шли на осетинском языке. Да, спектакли шли на осетинском языке, но, знаете, любители театра на фестиваль чаще всего приходят это любители театра, театроведы, театральные... Ну, у каждого театра есть свой зритель. Им не важен язык. Хороший спектакль не нуждается в понимании языка. Есть язык театра. И вот мы в Минске играли Газдановых, и я не знаю, где назвать еще такой город, где вот так глубоко прочувствовали нашу историю. С Газдановым мы здесь знакомы, и воспринимая его, мы все равно как-то что-то доигрываем, что-то дополняем, и от этого у нас рождаются эмоции. А в Минске-то что было? В Минске-то эти люди там знакомились с этой историей, там ее узнавали. Это был один из лучших сыгранных актерами для этого спектакля день. А если говорить о планах, возможно, у вас есть на примете какие-то театры, которые бы вы с удовольствием пригласили к нам в Владикавказ за гастроли? Знаете, есть такое, выпьем, говорить, за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Да? Вот возможности пригласить топовые театры, для этого театр должен быть оснащен. Это и кондиционирование, это и свет, звук, это механика сцены, очень много всего. Вот сейчас планируется ремонт театра, и когда уже мы получим, даст Бог, отремонтированный театр со своими современными запросами, то приглашать большие коллективы это не станет такой большой проблемой. Главное, чтобы было место, куда их пригласить. Георгий Датович, я вас благодарю за то, что вы нашли время в своем плотном графике и пришли к нам в студию. И в заключении хотелось бы услышать, каким вы все-таки видите свой юбилейный 90-й сезон. Я вижу, что мы все вместе. Это важно. Что в этот день все вместе. И труппа театра. Ведь театр — это не только актеры. И чем больше ты работаешь, ты понимаешь, что театр — это как актеры, так и все цеха, которые по итогу, когда театрам ставятся большие задачи, то цеха становятся профессионально подготовленными, они вместе с актерами растут. Я бы хотел, чтобы мы все это, весь наш коллектив вместе встретили 90 лет. Со зрителями, с людьми, которые нам помогают, с людьми, которые нас любят. И, конечно же, чтобы новые зрители о нас больше и больше узнавали. Вместе. Навсегда. Спасибо вам еще раз большое. Вам спасибо.